Хотел жить честно, не нарушая законов, но для этого похитил человека и вымогал у него деньги. В Новосавиновском суде началось слушание дела в отношении 30-летнего жителя Узбекистана, очень хотевшего легализоваться в России. Деньги для этого, согласно уголовному делу, он требовал у своего знакомого, с которым вместе приехали в Казань из одного города. Все подробности у Алины Мусиной. Сестра, у меня день рождения был 17 июля. Это подарок хотел сделать. Сделать приятный сюрприз своей сестре 23-летний молодой человек так и не смог. По пути в автобусе встретил своего знакомого, 30-летнего Анварбека Усмонова, также гражданина Узбекистана. Вместе вышли на остановке 39-й квартал. Мы из одного города, Республика Узбекистан. Соседи друг другу помогали. Но в этот раз, говорит потерпевший, помощь он стал требовать вначале в виде 40 тысяч рублей, потом в форме вида на жительство. Собственно, подозреваемый не скрывал, деньги нужны были как раз для оформления документов. Но помочь знакомому молодой человек не мог, о чем и сообщил собеседнику, и не ожидал последовавшей реакции знакомого. Схватил потерпевшего за руки, повел на территорию авторынка, где нанес удары и вновь потребовал передачи указанной суммы. Получив отказ, поместил потерпевшего в прицеп грузовой автомашины и оставил его там на ночь. Усмонову вменяется грабеж, вымогательство и незаконное лишение человека свободы. Перед этим забрал сумку пострадавшего. В ней, кроме кольца, подарка сестре, там были документы и мобильный телефон. Стоимость всего молодой человек оценил 10 тысяч рублей. Согласно уголовному делу, пострадавший провел заперти в автомобильном прицепе 9 часов. При этом его периодически били. От нанесенных побоев Тураков испытал сильную физическую боль. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Туракову были причинены телесные повреждения в виде ссадин. Утром, как установили следователи, злоумышленник отдал молодому человеку телефон и потребовал позвонить своим знакомым, чтобы те принесли деньги, но средств ни у кого не было. Не смогла помочь и сестра. Но потерпевший смог убежать, когда подсудимый повел его с одного рынка на другой. Тогда он обратился в полицию с заявлением. Задержание предполагаемого преступника прошло оперативно, однако свою вину мужчина не признал. Лишал свободы потерпевшего? Нет. Он утверждал, что молодой человек был ему должен и просто хотел вернуть свое, и отрицал, что удерживал его в прицепе. Как все было на самом деле, сейчас предстоит выяснить суду. Сегодня на процессе допросили потерпевшего, свидетелей и подсудимого. Вероятнее всего, развязки стоит ожидать уже скоро, и все это время обвиняемый будет находиться под стражей. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112.